Ребятки, всем привет! В вечернее время, ребят, выхожу с собачкой погулять. Ну и хотел с вами, ребятки, пообщаться по поводу волков. Вот многие ролики, которые мои смотрят, знают, что у нас в Визинге нападение волков жесткое идет. Много собак погибло уже от волчьей пасти, как сказать. Ну, много зверя там, помимо собак, там как бы еще есть такая скотина. Ну вот, ребятки, хотел с вами пообщаться по поводу волков, как бы. Кто вот реально меня смотрит, в плане того, что у меня есть свой канал на ютубе, как бы снимаем рыбалочку, ребятки. Всем пацанам своим привет. И хотел бы пообщаться вот по поводу волков. То что вот как многие ребятки мои спрашивали, то что какие меры принимают вообще власти у нас в Коми. Вот вышел с якширским терьером своим домашним погулять. Ну и вот, ребятки, нашел в интернете ролик такой уже, в принципе, даже не канал Юрган, это Юрган у нас канал Республика Коми. Сам живу в Сысольском районе, село Визинга. Ну и вот за Визингом был репортаж, как бы, уже в большом канале в РЕН-ТВ. Пошли. И вот от него уже, ребят, хочу оттолкнуться, что не я как вам покажу, а покажет как уже большой телеканал. И что скажут власти вообще в наше время, получается. От себя, ребятки, хочу сказать, будьте аккуратнее. Вот закрывал сезон. Есть видео на канале, кстати, когда от нас волк переходил буквально от лагеря 200 метров 2 раза. Ну, я там в одного ходил, проверял гонки на налема. Возможно, была бы встреча, как бы. Триллер сейчас разворачивается в Коми из-за смертельной опасности. Люди буквально боятся выходить из своих домов. И все это в районе жизненно важной трассы, которая связывает Сыктывкар с другими регионами России. Останавливаться на этой дороге сейчас не рискнет даже самый смелый дальнобойщик. Кто же взял в осаду целый регион, выяснил Кирилл Альков. В республике Коми хищники объявили людям настоящую войну. Особо впечатлительным эти кадры лучше не разглядывать. Мерцающие в кромешной темноте глаза горят словно проблесковые маячки. Острые, как лезвие когти, саблезубый оскал и оглушительный визг предсмертной агонии. Волк буквально раздирает жертву на части и тащит в логово. Свою собаку Сергею пришлось буквально силой доставать из волчьей пасти. Ты понял, что волки? 2 волка спереди, 1 волк сзади. Деваться было некуда, выбрал 2 волков и побежал на них. В итоге они ретировались. После этого я уже продолжил поиски собаки. Собаку я нашел, дождалась меня и умерла. В Сысольском районе республики сезон охоты в самом разгаре. Вот только непонятно, кто и на кого охотится. Жители жалуются, серы уже на пороге их дома, разве что в дверь не стучит. Свирепые и голодные волки загрызли уже несколько десятков собак и вплотную подбираются к людям. Охотоведы говорят, причин несколько. Главное – нехватка корма. Еды для хищников в лесу практически не осталось. Вот и выживают по законам волчьей стаи. Нападают на всех подряд. Охотничьи карабины пылятся на полке. Стрелять саблезубых теперь невыгодно. Плох тот волк, который сразу попадет в лапы охотников. На то, чтобы выследить хищника, уходит несколько недель. Волк – это хитрые животные, даже обладающие, я считаю, интуицией. Поэтому проблема. Надо много времени потратить. Идти в лес с ружьем наперевес – это не по тарелочкам стрелять. Нужна лицензия, которая стоит 500 рублей. Это раньше за одного убитого 2 небитых давали. За каждого подстреленного волка скидку на лосяту и парочку – выгодное коммерческое предложение в виде дополнительных бесплатных лицензий на рогатых. А сейчас ни тебе лосей, ни денег. Отстрел волков, да, он сегодня никаким образом не компенсируется. Хотя затраты на охоту на волка — это очень дорогостоящее мероприятие. Но сегодня охотники, даже те, которые отстреляли, а есть такое, что и отстреляли уже по 6-7 особей, они за это ничего не получили. Собак советуют держать на привязи, а еще лучше забрать в дом. Лишь единицы из них могут сами о себе позаботиться.
Норка сорвалась с цепи и сама убежала в лес. Хищники приняли ее в стаю как свою, но через 2 недели она вернулась к хозяевам. Волков она больше не боится, но и в лес особо не рвется. В Свердловской области зубастый так близко подошел к человеку, что власти решили не ограничивать охотников. Стреляйте их сколько хотите, лишь бы умерить волчий аппетит. Острые клыки вот-вот доберутся до людей. Кирилл Альков, Валентина Ященко. Известия специально для РЕН-ТВ.